10 декабря проходит внутренняя школа профсоюзного актива. Теперь нужно зарегистрироваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. А теперь пройдем в 01 аудиторию, где начнутся наши лекции. Мы с профкомом организовали школу актива для профсоюзных молодых активистов. Проводим конкурсы вместе с информационной комиссией профкома, где ребята выкладывают фотографии на фоне вот этого брендвола. И мы определим 3 победителей, которые получат призы от профкома. Вообще хочется пожелать всем ребятам огромного багажа знаний, чтобы они ушли отсюда только с хорошими эмоциями и еще долго применяли эти знания на практике в профсоюзной деятельности уже, возможно, профкома или профбюро своего факультета. Сейчас пройдем в аудиторию, где проходит организация профсоюзной работы на курсе. Пошлите. Тема моей лекции – организация профсоюзной работы на курсе. Профсоюзная работа строится, как правило, на местах, то есть это начинается с групп и поднимается все выше по структурной лестнице, то есть профорги групп, профорги курсов и так, профбюро и профсоюзный комитет. Очень важно, чтобы люди работали на местах, потому что люди на местах знают больше, чем, допустим, в профсоюзном комитете. Почему знают больше? Потому что охват у них более, так сказать, подробный, потому что они общаются конкретно с студентами, то есть профорг-группы, он видит всех своих студентов группы и знает, какие у них проблемы или непонятные ситуации возникают в их жизни. И он всегда может предотвратить заранее данную ситуацию, чтобы у студента не возникло каких-то прям серьезных проблем в жизни. А сейчас у нас станция «Деловая игра». Так давайте же посмотрим, что здесь происходит интересного. Было, честно, все много, да, я уже и злилась, честно, да, потому что ребята все никак не могли дать нам те предметы, которые нам помогут нам спастись с этого острова. Но в целом все было очень интересно, весело, и реально мы вместе так с командой прям сплотились и вместе сделали это. Послушаем лекцию по структуре Общероссийского профсоюза образования, которую для нас ведет председатель профкома нефтяного университета. Мне бы хотелось донести в целом посыл, о том, что это важное, интересное направление работы. В целом, внеучебная деятельность людям она важна для студентов. Учеба, конечно же, на первом месте, никто этого не отрицает. Но занятие внеучебной деятельностью, профсоюзной, общественной деятельностью, это важно развивает студентов, как самих, так и их окружающих. Когда они в таком находятся темпе, просто сумасшедшем темпе жизни, в этом ритме, то это просто, наверное, их обогащает. Сейчас проходит у нас школа профсоюзного актива. Я являюсь куратором одной из групп. На данный момент ребята проходят лекционное занятие, тема которого проектная деятельность. Здесь собраны самые активные, самые позитивные ребята, у которых огонь в глазах. Видно нацеленность ребят на получение новых знаний, на приобретение нового опыта и в дальнейшем применение его на практике. На своем мастер-классе мы с Владиславом Мутаевым рассказываем о деятельности профсоюзной организации и о проектной деятельности в ее рамках, то есть о том, как можно организовать мероприятие, что для этого необходимо, и небольшой интерактив в виде того, что некоторые ребята предлагают интересные свои идеи мероприятий, выступают, защищают эти проекты, а некоторые проекты, возможно, если сами ребята захотят, мы поможем им реализовать. Мы надеемся, что ребята массу позитива и положительных эмоций почерпнут из сегодняшнего мероприятия и обязательно применят на практике те знания, которые мы им даем. Завершающей лекцией у нас будет социальная гарантия обучающихся и стипендиальное обеспечение. Давайте послушаем. Самое интересное, что я узнал сегодня, это как раз таки информация о получении стипендий, самое важное для студентов. Что я узнал конкретно, так это условия, при которых получают стипендии, только действительно справки, какие нужны формы справок, какая минимальная сумма стипендий, какие есть поощрительные выплаты к стипендиям, разнообразные именные стипендии, стипендии президента России.
президент России, президент Республики Башкортостан и другие форматы стипендий. И неожиданно для меня явилось даже то, что некоторые выплаты стипендий может получать коммерция. Деловая игра, социальные гарантии обучающихся и стипендиальное обеспечение, итоговое тестирование. У нас осталось итоговое тестирование, где мы проверим свои остаточные знания. Так давайте же поспешим. Мне очень понравилось, особенно лекции, которые помогут как бы и в будущем, например, про стипендии и деловые игры, когда, на сплочение и узнаешь других активистов, с которыми тебе тоже потом придется учиться в одном университете. Вот. И побольше бы таких мероприятий. Я тут вообще мимо пролетал. Решил сфоткаться, но вот сейчас забегу пофоткаемся. Да, и что же вас заставило остановиться и прилететь к нам? Башгу, это же правком Башгу, Леонид Валерьевич, я летел такой, он звонит, говорит, айда, подлетай, пофоткаемся. Я говорю, давай. Подлетел, пофоткался. Да, и что же вам понравилось в этом мероприятии? То, как обучают студентов. Я сам в прошлом году проходил это обучение, мне очень понравилось, я взял очень много ценного для себя и до сих пор это использую. Хочу, чтобы в Башгу было очень много умных, красивых, талантливых, активных студентов. Вот и закончилась внутренняя профсоюзная школа актива 2016. Уверена, что участники обрели новые знакомства, получили массу положительных эмоций и полезную информацию, которой они смогут воспользоваться в будущем. Контюкова Аделина, Ву Хуанг Уань, Александр Старочкин специально для Правком ТВ.